В эфире вечерние новости. Здравствуйте. И коротко о главных темах. Затор на реке Колыме сохраняется у села Лабуя Среднеколымского района. Цены на маски в стране стабилизировались. А как обстоят дела с имбирем и лимоном? ФАС провел проверку. В честь Дня полярника пройдет онлайн-семинар по восстановлению исторической справедливости в отношении первопроходцев Севера. Затор на реке Колыме сохраняется ниже Среднеколымска в Якутии, у местности Лабуя, что на 18 километров ниже города. Об этом сообщили в пресс-службе управления Ленского бассейна. У Среднеколымска наблюдается редкий ледоход. Уровень воды на 18:00 по среднеколымскому времени составляет 12 метров 42 сантиметра, при критической отметке в 12 метров ровно. Отмечается, что всего на месте затора произведено 8 подрывов. В связи с повышением уровня воды и затоплением 12 дворовых территорий введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы в пункты временного размещения 46 человек. В зоне затопления находится также 1660 метров внутри городских дорог и большая часть взлетно-посадочной полосы. Особое внимание прошу обратить на социально незащищенные группы населения, на людей с ограниченными возможностями. Евгений Михайлович, у вас работа это всегда проводилась, но здесь очень серьезно надо смотреть. Прошу на постоянном контроле состояния дамбы держать. Те работы, которые вы сейчас проводите, продолжить. Мы в оперативном таком режиме с республиканским штабом у нас постоянно уже в таком режиме быть связи. На сегодняшний день в Татинском районе выявлены 4 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил местный оперативный штаб. 15 человек находятся в обсерваторе. 8 человек в инфекционной больнице. На самоизоляции 115, из них 17 детей. Накануне было выявлено 2 положительных результата на COVID-19. Сегодня количество увеличилось еще на 2. В связи с этим закрыли все магазины, кроме продуктовых. Обязательно ношение масок и перчаток при посещении продуктовых магазинов и аптек. Продолжается забор анализов с контактировавшими, у контактировавших. Вчера 84 отправлено в Якутск в лабораторию. Сегодня продолжается, сегодня тоже направим. Поэтому, уважаемые коллеги, земляки, ситуация такая. Поэтому соблюдаем режим самоизоляции, максимально минимизируем контакты. В гости не ходим, гостей не приглашаем, в магазины не ходим. Магазины, кроме продуктовых и те, которые продают товары первой необходимости, они закрыты. Поэтому будьте здоровы, берегите себя. На территории Намского района зарегистрировано 28 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. В том числе в селе Салбан 24 случая. Из всех больных 2 пациентов выписались. 4 находятся на лечении в инфекционном отделении стационара номер 2 Намской районной больницы. Еще 4 в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы. 18 пациентов на самоизоляции по месту жительства. В село Салбан выехала медицинская бригада Намской ЦРБ в составе 6 медиков. Взяты 228 анализов, из них 143 сегодня отправлены в город Якутск. Напомню, что указом главы Якутии с сегодняшнего дня в населенном пункте введен карантин. Его численность 310 человек, в том числе 88 детей. Школа перешла на дистанционное обучение, остальные объекты закрыты. По ситуации, конечно, если в первую очередь волнует вопрос, если регистрируется внебольничная пневмония и либо осложнение ситуации, тогда в первую очередь вот таких больных решением нужно, вызываем санитарную авиацию, поэтому вот такие больные у нас транспортируются только через санитарную авиацию. Сложности в том, что у нас бездорожье, очень труднодоступный населенный пункт, и вывоз больных и вообще анализов только через санитарную авиацию. Подтвержденных положительных случаев в Мирнинском районе 13. Об этом сообщил глава территории. Из них 1 житель города Мирного, остальные 12 – это вахтовики. Также по 2 жителям района, одной из Айхала и одной из Арылаха, в настоящее время есть предварительно положительные анализы. Медики сделали 2-й забор, результаты ожидаются в ближайшее время.
Есть у нас положительный случай по Айхалу. Это женщина, которая заболела пневмонией, находилась в Айхальской больнице, в самом Айхале. Второй анализ у нее оказался положительный, был подтвержден в Якутске. Она была доставлена и в удачное инфекционное отделение, где был открыт ковидный госпиталь. К сожалению, вчера у нас еще один положительный диагноз у работницы фельдшера-лаборант Орлакской амбулатории медицинской получился подтверждение. Женщина вчера вечером была доставлена в ковидный госпиталь города Мирного. У нее пока состояние здоровья не вызывает сомнений, но все работники амбулатории, их всего 7 человек было вместе с ней, находятся сейчас на домашней самоизоляции. Больница амбулатория временно закрыта сегодня с утра, там проведена дезобработка. Завтра утром больница, скорее всего, амбулатория будет открыта и уже будут принимать там врачи из Алмазного и Мирного. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы России отметили, что цены на медицинские маски стабилизировались. На это повлияло увеличение производства масок и насыщение ими рынка. А как обстоят дела со стоимостью на лимоны и имбирь, которые еще недавно были в топе продаж? Узнаем из материала Айсены Бурнашовой. Медицинские маски, лимоны и имбирь – золотая коллекция потребительской корзинки. К началу пандемии эти товары пользовались огромным спросом. Сейчас объем медицинских масок в сотни раз превышает обычный расход. Об этом сообщил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России. Министерство промышленности, в первую очередь, они за несколько недель смогли увеличить производство в стране, срочно закупать новые станки. Но главное, что большую часть этого дефицита пришлось перекрывать поставками из-за рубежа, то есть из Китая. Увеличение производства масок и, как следствие, насыщение рынка сделало свое дело. Цены на маски стабилизировались, а вот стоимость имбиря и лимона пока дрейфует. Почему в первую очередь профигурировали имбирь и лимон? Именно в силу того, что как раз поведение цен на них было достаточно ненормальным. Время от времени объявлялось об их чудодейственном свойстве. Естественно, не желая болеть, наши граждане разом обращались в магазин. Чудодейственных противокоронавирусных свойств у имбиря и лимона, конечно, нет, и спрос на них постепенно упал. Снизилась и цена. Если в апреле килограмм имбиря стоил от 1000 до 7000 рублей, то сейчас его можно найти за пару сотен. Лимоны также сбили свою стоимость. Лимон – это все-таки гораздо более активно используемый товар. Пошли дополнительные поставки. Вот сейчас они уже 4-10 мая. Пошли поставки из ЮАР и Аргентины. Еще они выше предыдущего периода, но они уже сейчас сократились на 30-40% от своего максимума. Дальше мы надеемся, что цены будут снижаться. ФАС России отмечает и о стабилизации цен на гречку. Сейчас ее можно видеть на прилавках в среднем за 67-85 рублей. В ближайшее время стоимость этой крупы должна снизиться до минимальных показателей. Также спикеры уверяют, что никаких предпосылок для существенного роста цен на продукты в стране нет. Ежедневно сотрудники ведомства проводят мониторинг цен. А тех, кто пытается словить рыбку в мутной воде, тут же вычисляют. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. К другим новостям. Сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале госуслуг. Свыше 5000 заявлений подано по Якутии. Напомним, что выплаты могут оформить семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если средний душевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную на второй квартал предыдущего года. Выплаты будут назначаться с перерасчетом с 1 января 2020 года. В конце апреля в Удачнинском ГОКе провели эксперимент на 12-й фабрике. На предприятие подавали руду исключительно с юго-восточного поля трубки «Заполярная». А после предварительно определили характеристику, содержание и стоимость алмазов с этого места. О результатах эксперимента расскажет Ирина Балкова. 221 крупных кристаллов добыли из всего объема сырья. Вес самого большого 36,5 карат. Технология обработки руды ничем не отличалась от предыдущих экспериментов с других месторождений. Вот только мельнице мокрого самоизмельчения пришлось работать с производительностью 200 тонн в час вместо допустимых 250 тонн. Причина – особенности мунской руды. Всегда, скажем так, себя вела в технологическом процессе таким образом, что частенько подвисали бункера перед мельницами, частенько подвисали, запрессовывались лючки в рудоделителях,
рудоделители, лючки на дробилке, на конусной. То есть некоторые проблемы были в приемке, ну, что в свою очередь также влияло на производительность мельницы. Вот. В принципе, отработали, задачу выполнили. За время эксперимента отработали порядка 146 тонн руды. Извлекли около 87 карат алмазного сырья. Результаты превзошли все ожидания. Содержание себя оправдало относительно балансового содержания всего этого рудного столба на 1,2%, на 1,2%. По ценовой характеристике страховая цена ЦОДа отошла выше, чем была нами запрогнозирована в плане алмазодобычи. Но будем дожидаться результатов оценки Центра сортировки алмазов. Все кристаллы отправлены в Центр сортировки алмазов в Мирный. Там и будут определены главные характеристики: дефектность, преимущественные формы, степень повреждений, размеры. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Ленские полицейские через участковых и почтальонов доставляют памятки населению на дом. Так проходит профилактика против кибермошенников. Как показала практика, самоизоляция для них не помеха. Как пример, печальный антирекорд этой недели – 900 тысяч рублей, которые на днях перевел житель Мирнинского района мошенникам в попытке получить несуществующий выигрыш в лотерею. За месяц только по Ленскому району полицию обратилось около 10 человек. Схемы обмана разные. Это якобы защита карты от мошенников, продажа товаров со скидкой в соцсетях, выигрыш в лотерею и так далее. Суммы варьируются от нескольких тысяч рублей до миллиона. Как отмечает начальник Ленского отделения полиции Александр Фесиков, на уловки попадаются не только люди пенсионного возраста. Сегодня аферисты активно пользуются популярными социальными сетями и торговыми площадками. И в зону риска входит даже высоко информированная молодежь. Если вы покупать решили товары, грубо говоря, в интернете, но нужно знать уже конкретные официальные сайты, в которых вы будете уверены. Если вы не уверены, не надо даже заниматься приобретением товаров. Если звонит, представляется работникам банка, они никогда в жизни не попросят, сколько у вас карт, сколько у вас денежных средств на счету. Никогда не попросят цифры на банковской карте, включая и оборотную сторону, срок действия карт. Если это начинается, это нужно сразу же понимать, что с вами общается мошенник. Государственная итоговая аттестация началась в Алданском политехникуме. Также вскоре работу начнет и приемная комиссия. Как без 5 минут специалисты демонстрируют полученные знания и как будет проходить прием документов на поступление, узнавала наш корреспондент Татьяна Вахнина. Коридоры, аудитории и мастерские Алданского политехникума опустели в марте. В режиме изоляции учреждения образования работают дистанционно. Если сначала имели место некоторого рода сложности, то на финише учебного года студенты ощутили прелесть получения знаний на дому. Самостоятельность предполагает большую свободу. Я думаю, для дистанционка. Вот. Потому что я не хочу рано вставать, например, даже взять утро. Я никуда не спешу, не боюсь опоздать, не боюсь, что мне что-то за это сделать. Я просто, как все положено, как, например, утром встал, включил, что надо и работаю. Большинство этапов учебного процесса современные технологии позволили перевести в новый формат. Между тем, в любой профессии многие вещи постигаются только на практике, а дистанционно ее проводить невозможно. Предполагается, что к освоению навыков ребята приступят на исходе лета. Группы, которые должны уйти на практике, мы их вывели в так называемый каникулярный режим. Вот. А в августе, положенное время, уже ребята выйдут на практики. Поэтому мы это подтверждаем сейчас с теми предприятиями, у которых у нас есть договора. В этом году из стен техникума выйдут порядка 70 молодых специалистов. На финишной прямой к получению документа о профессиональном образовании ребятам предстоит пройти аттестацию и защитить диплом. Знания автомеханики, электрики, сварщики и специалисты горных работ продемонстрируют в разных формах. Подготовка к защите дипломной работы с каждым студентом ведется индивидуально. Мы разработали систему графика посещений индивидуально студент-преподаватель с сохранением всех мер предосторожности, а также так называемого временного промежутка для того, чтобы успевать обрабатывать помещения там, где проходят консультации.
Вскоре государственная итоговая аттестация передаст эстафету приемной комиссии. Подать документы через сайт госуслуги иногородние абитуриенты впервые получили возможность в прошлом году. Летом 2020-го дистанционный вариант приема документов будет единственным. Спектр довольно-таки широкий, потому что есть специальности, это средние технические, потом специальности, которые чисто профессиональные, да, рабочие специальности. Спектр специальностей для абитуриентов, поступающих как на базе 11, так и на базе 9 классов, как прежде, обширный. Выпускникам школ предоставляется выбор более чем из 10 направлений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В честь Дня полярника пройдет онлайн-семинар. Об этом сообщает пресс-служба Минарктики. Интернет-мероприятие посвящено первопроходцам Севера, супругам Татьяне и Василию Прончищевым. Одним из лекторов выступит член правления Совета Калужского отделения Российского военно-исторического общества, который уже много лет вплотную занимается увековечением памяти отважного земляка, морского офицера и участника Великой Северной экспедиции. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.